поддержка семейного воспитания. Родители, у кого идеи будут повторяться, не надо уже будет вывешивать только то, что здесь не было сказано. Так, пожалуйста. Ну, ввиду того, что родители это не меньшая поддержка, чем интернет в деятельности учителя, родители, я думаю, что должны всегда поддерживать учителя практически во всех начинаниях, и учебная деятельность, и внеучебная деятельность. Ну и с точки зрения поддержки семейного воспитания, первое, что мы вспомнили, это электронный дневник. Потому что электронный дневник это тоже одно из таких достаточно современных и востребованных средств общения не только ученик-учитель, но и родитель-учитель. Не только контроль оценки, но и даже там письма можно учителям писать. Я, правда, не знаю, не получаю или нет, я ответ не получила еще. Так, значит, дальше. Я не знаю, я думаю, что, ну хотя с другой стороны, варианты бывают различные, но онлайн-родительские собрания как вариант тоже и с точки зрения результативности, и с точки зрения экономии времени, как со стороны учителей, так и со стороны родителей. Ну и как вариант, например, в 12-й школе есть такая практика, как встречи родителей с учителями, чтобы вот родители не ходили постоянно, не дергали учителей. Там раз в четверть выделен день родительский день. А теперь здесь, ну, наверное, нет, не круглый стол. Каждый учитель сидит в своем кабинете, а родители бегают, и с кем они хотят пообщаться. А учителя, естественно, заранее знают, что родители быстрее всего придут, уже готовы они с соответствующими журналами и прочее, и по пунктам рассказывают, где что, не слава богу. Но, как говорят сами учителя, как правило, те родители, у которых проблем с детьми не бывает, эти родители в первую очередь приходят. Да. Но все равно вариант такого тогда в онлайн-консультации переносится. И мы предложили еще как вариант семейного воспитания это тематические онлайн-игры. Например, в прошлом году на 9 мая 35-я школа проводила конкурс, было 12 портретов военно-начальников, и нужно было определить, кто это именно есть. Мы все вчетвером сидели, искали в интернете, находили, но, естественно, в силу того, что играли семьей, появились вопросы, тут же пошли разбираться дополнительно, кто и что. То есть вот эту вот тему, я считаю, что на тот момент мы с детьми проработали, потому что параллельно с тем, что искали конкретно к портретам связь какую-то, по портретам дальше уже и какие-то моменты отыграли. Так, значит, поддержка общественных объединений в сфере воспитания, ну мы тут что решили, что это в виде каких-то онлайн-встреч, консультаций с представителями этих общественных движений. Гражданско-патриотическое, духовное и нравственное воспитание мы отправили, как раз таки тоже вспомнили историю, всевозможные существуют исторические квесты, но квесты могут быть не только исторические, тут была бы фантазия и можно наработать все что угодно. Ну и тоже как вариант мы вспомнили доклад, это виртуальные экскурсии в разные места. Благо, что мест, где хотелось бы побывать, очень много. Значит, популяризация научных знаний среди детей, это онлайн-встречи организовывать также с учеными или же еще с какими-либо деятелями. Ну и сюда же отправляем тоже тематические группы по интересам. В тематические группы по интересам, кстати, поддержки семейного воспитания тоже можно отправить. Значит, физическое воспитание мы предлагаем вспомнить добрые советские времена, это онлайн-зарядки. Физкульт-минутки днем тоже можно проводить, почему бы нет, если есть в телевизоре канал Russian TV, и у них периодически бывают 5-минутки релаксации, показывают просто морское дно с плавающими двигателями, почему бы не запустить сайт, где были бы физкульт-минутки. Мы еще не встречали, правда. Значит, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение – это виртуальные экскурсии на предприятия. Это всевозможные цифровые и виртуальные лаборатории, где, например, в том числе и по робототехнике, потому что такое существует. Но, правда, мы не встречали как, но я думаю, что это осуществимо. Онлайн-симулятор профессии, чтобы в профориентационном... Механиков точно есть. Да? Вот генератор идей знает, о чем говорит.
то, ну почему бы нет, почему бы не попробовать, ведь это и профориентационная деятельность. Не с любой профессией ребенок может столкнуться. В рамках школьной программы тоже невозможно все охватить. Так почему бы это в качестве как раз таки не сделать как раз с точки зрения воспитательной деятельности. И экологическое воспитание, ну мы тут решили мыслить глобально, что может произойти от того, что наступили на бабочку, наступил конец света. Это виртуальная модель конца света. Почему бы не поиграть? Что может произойти, если сделали то или иное? Спасибо. Спасибо. Так, вторая группа. Пожалуйста. Извините, Онлайн у нас она была наверх, на самом деле это главная опора, поддержка всего, это онлайн-библиотеки.